В эфире программа «Итоги дня». Расскажем о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Дарья Короленкова. Коротко о темах. Эпидпорог по ОРВИ в Якутии превышен, но ситуация под контролем. В Роспотребнадзоре называют рост заболеваемости незначительным. В столице заработал новый цех, который решит задачу продовольственного снабжения Арктики. Узнаем, какие именно продукты и в каких объемах будут поставлять на север. Криминальная драма «Айхал» собирает полный зал во Владивостоке. Узнаем, что привлекает зрителей в суровых и честных историях из далекой республики. В столице республики стартовали мастер-классы от звезд оперы и балета, и попасть на них могут не только профессионалы, но и простые ценители. Узнаем, как проходит встреча в рамках Чайковского феста. В Якутии подвели итоги сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников с ограниченными возможностями здоровья. В испытаниях приняли участие почти 80 детей. В ноябре график пенсионных выплат будет скорректирован в связи с праздниками. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. В рамках Дня народного единства 2, 3 и 4 ноября официально объявлены нерабочими. В связи с этим выплаты придут гражданам 1 ноября. Изменения коснутся тех, кто получает пенсии через банк и на дом. В случае, если деньги приходят через почтовое отделение, сроки доставки могут меняться в зависимости от его режима работы в регионе. Тем не менее, правило досрочного перечисления остается неизменным. Выплаты на банковские счета поступают заранее, не позднее 31 октября. 60 случаев заражения энтеровирусной инфекцией зафиксировали в Якутии. Очаги были обнаружены в столице региона и в 6 районах. Это Татинский, Мирнинский, Оленёкский, Хангаласский, Чурапчинский и Сунтарский улусы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, большинство случаев заражения приходится на детское население. Их доля в общем количестве зафиксированных случаев составляет 93%. Сама инфекция имеет разнообразные клинические формы, самые тяжелые из которых менингит, энцефалит и поперечный миелит. В качестве профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены. В Якутии превысился эпидпорог по сезону заболеваемости ОРВИ и гриппом. При этом рост незначителен, отметили в Роспотребнадзоре региона. Так, по итогам минувшей недели специалисты зарегистрировали около 7 тысяч случаев заражения. Большинство из заболевших – дети, однако речи о введении повсеместного карантина в образовательных учреждениях республики пока не идет. Лабораторный мониторинг показал циркуляцию в воздухе вирусов, которые вызывают ОРВИ, ковид и грипп А. Единственная эффективной профилактикой заболеваний по-прежнему остается вакцинация. На сегодня в республике эту процедуру прошли 283 362 человека. Это 57% от плана. Из них 144 028 детей и 139 334 взрослых. Поэтому население призываем подойти в поликлинике по месту жительства, пока заболеваемость невысокая и карантинов повсеместно нету, получать прививку против гриппа. Мы привыкли думать «мой дом, моя крепость», а для жильцов общежития по улице Маяковской их дом, к сожалению, скорее угроза. В проблеме разбиралась Эржен Гармаева. Достаточно одного взгляда и сразу ясно. Эта двухэтажка дышит на ладан. Кажется, что еще чуть-чуть и дом разломится пополам. Несущие балки ведет настолько, что в полу появились дыры. Можно просунуть руку и оказаться в квартире соседа. В таких нечеловеческих условиях проживает Людмила Китарага и ее 4 детей. Дыры, щели, то, что течет все. Трубы тоже ни к чему, как говорится. Балки эти ломаются. У нас падает стена в детской комнате. Ну, это же страшно. Для дома, где дыры, к сожалению, уже в порядке вещей, бой с суровым якутским климатом однозначно неравный. Поэтому Людмила с опаской ждет приближающейся зимы. С моей стороны, вот здесь, все покрывается льдом. Зимой покрывается льдом. Вот вы говорите, что уже сейчас холодно, да? Да, мы спим с ветерком. Из-за холода и сырости дети Людмилы постоянно болеют. А совсем скоро в Якутск вернется муж Людмилы, участник спецоперации. Сейчас он восстанавливается в санатории после нескольких ранений. Говорят, что дома и стены лечат, но едва ли гниющее дерево поможет реабилитации. Ну, у нас негде больше проживать. Придется проживать здесь.
провисший потолок – это не единственная беда дома. К счастью для телезрителя, камера не передает запах, потому что здесь в воздухе витает аромат плесени и спирта. Все дело в том, что 9 из 16 квартир заброшены. Теперь здесь проживают асоциальные элементы с соответствующими развлечениями. Очевидно, что дом постройки 50-летней давности свое отслужил. Его признали аварийным еще в 2020 году. Однако, по недавним заключениям экспертов, это не просто аварийное, а опасное для жизни здание. Сейчас власти требуют в срочном порядке покинуть дом. Но куда идти? Администрация столицы, как и полагается, предложила жильцам маневренный фонд. Нам приехали ДЖО, Сайсарский округ, значит, тоже... Он сказал, что мы вам предлагаем маневренный фонд на Маганском тракте, 2-й километр, аварийную школу. Жильцы посчитали, что переезжать из аварийного в такое же аварийное предложение, мягко говоря, странное. Это был август, а заместитель начальника ДЖО, он сказал, что вы стоите на первую очередь на жилье. Я удивилась, позвоните в октябре. Позвонила в октябре, сказали, не попали ни в одну и ту же программу, поскольку ни федеральную, ни республиканскую. Я говорю, почему? Мы в таких условиях, мы в заброшенном доме живем. Это страшно. Это просто уже крик души. В департаменте жилищных отношений признают, дом не попал в первую очередь расселения. Но помочь, увы, ничем не могут. Была сформирована заявка и представлена в исполнительный орган государственной власти, занимающийся данным вопросом, это Министерство строительства. Но, к сожалению, наша заявка не была принята во внимание. Первые дома уже должны пойти под расселение уже начиная с этого 4-го квартала текущего года, но там совершенно другие адреса. Преимущественно это дома на 17-м квартале. Пока в доме остаются люди, городские власти стараются поддерживать жилье в адекватном состоянии. Были произведены работы по отоплению, ремонт центральных инженерных сетей по отоплению силами управляющей компании УК «Юнион». Также управляющей компанией были произведены работы по промывке системы отопления, опрессовке системы отопления и узлов ввода. Несмотря на все усилия, износ дома дает о себе знать. Сегодня трубу с горячей водой прорвало в очередной раз. Зимой такие течи оборачиваются в ледяной плен. Лужи замерзают, а из-за неровного пола открытие двери становится невыполнимой задачей. Так что жильцы надеются, что администрация не оставит их один на один с разрушающимся домом. Ржана Гармаева, Аэлита Махно, Виктор Дичковский, Якутск. В Ленске завершился 3-дневный образовательный форум «Ленский берег». Итогом работы нескольких дней стали 22 социальных и бизнес-проекта. 6 из них получили грант на развитие. Интересных было немало, но грантовых средств всего 2 миллиона. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Марина Крутихина с супругом Павлом презентовали проект «Таежный мастер» – изготовление изделий из дерева. На его реализацию им требуется почти 280 тысяч рублей. Проект заточен на то, чтобы изготавливать деревянные игрушки, сувениры, мебель ручной работы. Мы вообще думали, что не оценят, потому что у нас немножко синдром как будто бы самозванца. Нам кажется, что наша идея нравится только нам, но мы получили очень теплые слова поддержки. И в течение вообще всей подготовки форума к нам подходили, говорили, что у нас проект достаточно стоящий. Проект «Таежный мастер» члены экспертной комиссии поддержали. Сотрудничество пообещал и глава района. Для дальнейшего продвижения участникам форума нужно подготовить пакет документов. Спартак Поликарпов пришел на форум с проектом «Я там был». Это фильм про героев Ленского района, бойцах СВО, которые погибли в бою. То есть рассказать об их истории, чтобы показать, что это не просто цифры, которые чистятся на всех, а это живые люди, которые жили с нами, которые были учителями, простыми людьми, отцами и выпускниками нашей школы. То есть чтобы сохранить их историю. А такая идея возникла, я уже 3-й год работаю с многовенными стопировым, мы занимаемся благотворительностью, и там мы помогаем семьям, участникам специальной военной операции. Также с нами работают ребята, которые находятся там и поддерживают. И в это время у меня самого друзья там находятся. И решил какой-то вклад сделать своего имени.
На реализацию проекта молодому человеку необходимо 240 тысяч рублей. Они пойдут на приобретение необходимой материально-технической базы. Первый фильм будет снят о герое из Бичинчинского наследия. К съемке «Спартак» планирует привлечь молодое поколение – студентов техникума. К сожалению, проект не получил поддержку от экспертов. Но, несмотря на это, он будет реализован, уточнил «Спартак». Конечно, были очень интересные проекты, социально значимые для жителей района. Это были такие проекты, как организация, съемка фильмов про участников СВО. Мне вот этот проект тоже заинтересовал, да? Такие же проекты, реализация таких проектов. Мамы там, да, организация какого-то досуга для мам. Ну, проекты были вообще разнонаправленные. По направлению предпринимательства получили поддержку два участника – «Таежный мастер» и проект семейного досуга. Социальные проекты, получившие грант – «Снежные искорки», молодежь Пеледуйского наследия, которые планируют заниматься фигурным катанием, Центр поддержки «Свои», фестиваль бега и тайны древних цивилизаций. Еще ряд интересных проектов не получил поддержку, так как грантовый фонд составил 2 миллиона рублей. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. Тушенка из мяса, овощная консервация и сироп из якутских дикоросов. Таков ассортимент продукции, который будет выпускать новый консервный цех Арктической торгово-логистической компании. Это предприятие станет ключевым звеном в цепочке переработки местной сельхозпродукции, включая дикоросы из арктических районов. Завод будет работать на базе торгово-логистических центров компании, обеспечивая обратную загрузку и эффективную переработку сырья. Мощность цеха по производству мясных консервов составляет 250 тысяч банок в год. Уже до конца текущего 2025 года планируется произвести 55 тысяч банок. Вот сегодняшний открывшийся цех по консервации продуктов, он достаточно мощный. Он может в год изготавливать до 250 тысяч банок тушенки, 120 тысяч банок плодовочной продукции, ягодной продукции. Считаю, что это, конечно же, очень серьезно поможет Арктической торгово-логистической компании обеспечить завоз, в первую очередь, в наши северные районы. В Мирнинском политехническом институте прошел День первокурсника. Этот традиционный праздник устроили для 100 новых студентов, которые приехали учиться из разных уголков Якутии и соседних стран. В Мирнинском политехническом институте этот учебный год ознаменовался необычным форматом мероприятия, темой которого стал искусственный интеллект. Первокурсникам была поставлена задача продемонстрировать зрителям влияние технологий искусственного интеллекта на свою будущую профессию и область специализации. У нас очень хорошо работает воспитательный отдел под руководством Ильтана Ильича Никифорова. Мы каждый год проводим мероприятия, такие вот, как сегодня, День первокурсника. Также у нас ежегодное мероприятие — это МИСТер и МИСС МПТИ проводятся в университете. Мы ездим, выступаем в различных фестивалях, например, Всероссийский студенческий марафон в городе Сочи. Мы ежегодно принимаем там участие, ежегодно привозим призовые места. В течение месяца молодые специалисты знакомились с жизнью института, студентами старших курсов, педагогическим коллективом и изучали историю своего учебного заведения. Этот почти 1,5 месяца для меня были очень интересными, очень увлекательными. Я познакомилась с новыми людьми, и преподаватели очень хорошие. Мне нравится. Когда мероприятие, ты каждый раз остаешься после пар на репетиции. И также и уроки очень интересные, и задают тоже немало, но тоже очень хорошие задания. Мероприятие завершилось ярким представлением, организованным силами самих студентов первого курса. Участники показали зрителям театрализованные постановки, наглядно иллюстрируя роль искусственного интеллекта в их будущей профессиональной деятельности. Студенты получили наставление развивать свои таланты, углубляться в знания и становиться частью большого сообщества единомышленников. Анна Васильева, Мирный. Во Владивостоке показали третий по величине кассового сбора фильм «Айхал». Криминальная драма стала одной из самых громких премьер года. Фильм основан на реальных историях якутской молодежи, режиссер Джулусхан Андросов.
Премьерные показы пройдут в Центральном кинотеатре Уссури в течение нескольких дней и собрали самую разную публику – студентов, старшее поколение, земляков и местных жителей. Каждый сеанс подтверждает, интерес к якутскому кино неуклонно растет. Зрители находят в этих историях себя не только в России, но и далеко за ее пределами. Для Владивостока это не первый опыт знакомства с якутским кинематографом. И регулярные показы уже стали показателем того, что жанр обретает в городе все более преданную аудиторию. Фильм очень понравился, впечатление прям супер. Фильм, как по мне, превзошел все мои ожидания. Очень долго ждали выхода на прокат именно во Владивостоке, вот дождались. Непременно бы посоветовала сходить на фильм, потому что такие времена были не только в Якутии, но и в России, поэтому непременно бы посоветовала своим всем русским друзьям сходить на фильм, потому что он очень классный, без эмоций, без чувств не останется после этого фильма. Мастер-классы с участием ведущих солистов Мариинского и Большого театра проходят в столице республики в рамках оперно-балетного фестиваля «Чайковский фест». Получить обмен опытом могут не только артисты, но и ценители классического искусства. О подробностях проведения мастер-классов расскажет Анастасия Пуляева. Фестиваль «Чайковский фест» стал не только возможностью увидеть профессионалов своего дела на сцене, но и познакомиться с ними лично. Обмен опытом между артистами и ценителями искусства – важная составляющая праздника классической музыки. Все образовательные контенты касаются не только оперного искусства, но и балетного. И это понятное дело, потому что у нас есть и молодые талантливые танцовщики и балерины, которые хотели бы тоже развиваться и которые очень заинтересованы в том, чтобы с ними позанимались ведущие солисты балета ведущих оперных театров. Особенностью мастер-классов и творческих встреч с ведущими солистами Мариинского и Большого театров является формат живого общения, при котором не только артисты, но и все ценители классического искусства могут задать интересующие их вопросы и погрузиться в закулисье оперы и балета. Ни я, ни концертмейстер, невозможно, они до какого-то момента не знают, что они будут исполнять. Да? И в этом плане всегда есть такой живой момент общения, потому что, мне кажется, самое главное в таких мероприятиях найти общий язык очень быстро, чтобы никто не волновался, никто не думал, что что-то там где-то, что какой-то решающий момент в жизни, возможно. Да, это такое свободное творческое общение, и я уверен, что сегодня все будет в этом плане замечательно. Среди посетителей творческой встречи также можно увидеть студентов средних и высших учебных заведений. Так, например, группа студентов из Китая решила расширить свой кругозор и узнать больше об оперном искусстве. Я пришла сюда вместе со своими одногруппниками и преподавателем, чтобы увидеть и услышать это шоу, эту музыку. Мы надеемся, что увидим что-то грандиозное, и мы будем рассказывать и делиться этим опытом со своими одногруппниками, когда вернемся. Старт оперно-балетному фестивалю «Чайковский фест» был дан 17 октября, и все мероприятия в его рамках будут длиться до конца месяца. Зрители ожидают множество культурных событий, включая грациозный балет и впечатляющую оперу. Анастасия Пуляева, Артумен Наговицын, Якутск. В гостиной Дружбы народов Якутска прошла встреча с организаторами Всероссийского автопробега «Сим победиши». Участники проекта прошли тысячи километров, чтобы рассказать о своей духовной миссии и поделиться впечатлениями. Проект посвящен 80-летию Великой Победы и объединяет жителей страны вокруг темы веры, памяти и единства. Здесь представили сам проект и фильм «Русские несут крест», посвященный истории крестового хода. Кроме того, продемонстрировали книгу «Великая Победа» митрополит гор Ливанских Илья Карам. Это книга, которая рассказывает о молитве, о молитвенной помощи митрополита гор Ливанских. Он в Ливане молился о победе русского народа в той войне, прямо с начала войны. Ему явилась Богородица и рассказала, что нужно сделать русским, чтобы победить в этой войне. И вот мы изучали эту книгу. Нам в пути очень много рассказывали о случаях чудесной помощи, Божьей помощи во время войны. И вот так мы узнали, как победили с Божьей помощью. И вот теперь об этом рассказываем. И эту книгу носим с собой, презентуем ее как доказательство того, что мы не выдумали это, что это правда. Спорт без ограничений. В Якутии почти 80 школьников с ограниченными возможностями здоровья сдали нормативы ГТО. Из них 71 получили золотые знаки отличия. Подробнее о церемонии награждения в сюжете далее.
Награды вручили ученикам коррекционных школ и адаптивного образовательного комплекса. С ограниченными возможностями здоровья, но не обделенные талантами и стремлением, они удостоились высоких наград за свои заслуги. Очень трудно, если честно, но при этом очень хорошо. И немного, конечно, полезно для тела, и при этом, конечно, было очень тяжело. Это вот так вот подтягиваться, отжиматься, прыгать. Ну, в длину там. А так, хорошо сдала, на 3-е место получила. В адаптивном образовательном комплексе были награждены 34 ученика. Они получили золотые значки ГТО, высшую награду программы, а также удостоверения, подтверждающие успешную сдачу нормативов. Хочется сказать, что наши дети вот на днях, в октябре месяце, с 5 по 8 октября, принимали впервые фестивали ГТО в городе Хабаровск, где выехали 10 учащихся коррекционной школы «Слава видящих». И тоже получили знаки ГТО, за что мы очень рады. И такими темпами мы, конечно, будем рады принимать такие нормативы. И, конечно, ребятам пожелаем здоровья, счастья. И чтобы мы все равные, мы все вместе. На сегодняшний день уже более 800 школьников сдали нормативы, и не менее 600 из них получили золотые знаки отличия. Это говорит о том, что двери в спорт открыты для всех, у кого есть стремление к самосовершенствованию. Тимур Колмогоров, Эржена Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. Нерюнгринские спортсмены вновь показали отличный уровень подготовки и добились высоких результатов. На этот раз юные боксеры пополнили копилку высоких спортивных достижений на соревнованиях в Покровске. Подробности в материале далее. По свистку подпрыгнули и одиночный левый, либо одиночный правый. Но ударить должны там наверху бортики, а не здесь на земле. Приготовились? Спортивный клуб «Баатур» из города Нерюнгри продемонстрировал отличные результаты на первенстве Якутии, заявив 8 боксеров под руководством тренера Анатолия Пелевина. 3 из них завоевали золотые медали. Всегда сложно, никогда легких нет, вообще не получается так, даже ребятам не получится, кто-то там получается, у кого-то на 1 бой попадает, на 2, у нас все проводят по 3, по 4 боя, и бои очень сложные у всех, потому что соперники, тем более они уже накатанные все, они очень сильные. Слабых нету соперников. Любой турнир – это вызов в первую очередь самому себе. И вновь юные нерюнгринские боксеры доказали, что их уровень подготовки и спортивное мастерство достойны самых высших наград. Первый день я не боксировал, отдыхал. 2-й, 3-й день ЕП сделал. 2-й день я во 2-м раунде, 3-й день в 3-м раунде. Финал, соперник был финалист Дальнего Востока и участник России. Тяжелый соперник. Несмотря на большую конкуренцию, а это 186 спортсменов из 22 команд из городов и районов региона, нерюнгринцы показали свою ловкость, выносливость, психологическую устойчивость и скорость реакции. В первом бою, получается, мне попался новичок, я выиграл. Потом следующий бой, такой соперник уже получше попался. И выход в полуфинал, выход в финал, уже посильнее соперник попался, его выиграл. И в финале, получается, я уже начал переодеваться к бою, и заходит тренер и говорит, что соперник снялся. Ну, конечно, хотел я побоксировать с ним, но не получилось. Этот турнир стал еще одной яркой страницей в спортивной истории Нерюнгринской школы бокса. Каждый участник проявил характер и волю к победе, а завоеванные медали – заслуженное признание их трудолюбия и таланта. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.